В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Половодье на реке Индигирки. На участке трассы Эмикон размыло дорожное полотно. В Момском и Эмиконском районах Якутии продолжается летний паводок, вызванный обильными осадками. В Якутии управляющие компании задолжали за свет свыше 113 миллионов рублей. Антирейтинг управляющих компаний ТСЖ возглавила компания «Гарант Плюс» с долгом в почти 29 миллионов рублей. Участнику СВО из Якутии помогли открыть собственное дело. В феврале этого года Марк Белолюбский выиграл грант и оборудовал на эти средства свою небольшую мастерскую. Расскажем подробнее. Равные возможности для каждого ребенка. В Якутске на финишной прямой строительство уникального образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну а в Москве в парке Зарядье проходит 6-й фестиваль Русского географического общества. Якутия представила свой стенд, его запечатлела наша съемочная группа. В Момском и Эмиконском районах Якутии продолжается летний паводок, вызванный обильными осадками. Наиболее сложная ситуация складывается в Момском районе, где у села Хану уровень воды в реке Индигирки достиг 602 сантиметров при критической отметке в 600. В Эмиконском районе также фиксируется значительный подъем воды. В селе Эмикон уровень воды составил 417 сантиметров, до критического значения осталось 63. Для обеспечения контроля за ситуацией в населенных пунктах Сарданох, Тамтора и Эмикон организованы гидропосты, которые будут работать круглосуточно. Особую озабоченность вызывает безопасность людей, занятых на сенокосных работах в сельхозугодьях. Впрочем, ситуация находится на контроле экстренных служб. Жителям районов следует соблюдать осторожность и выполнять указания местных органов власти. Мониторинг лесов усиливают с помощью 35 новых беспилотников с тепловизорами. Новые беспилотники позволяют эффективно работать в условиях задымленности и труднопроходимой местности. Благодаря тепловизорам они способны точно выявлять кромки действующих лесных пожаров и контролировать подъезды к очагам возгорания. Кроме того, они активно используются при патрулировании лесных массивов и контроле за соблюдением требований арендаторами и иными пользователями лесных участков. По факту технологического нарушения в работе Нерюнгринской ГРЭС проведут проверку. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов. По его словам, для расследования инцидента будет собрана специальная комиссия под председательством Ленского управления Ростехнадзора. В ее состав также войдут представители органов исполнительной власти, территориальных сетевых организаций и самой Нерюнгринской ГРЭС. Слаженная работа специалистов якутской энергосистемы организовала подачу электричества в течение 1,5 часов с начала ограничений. Напомню, из-за отключения третьего энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС якутская энергосистема отделилась от единой системы Востока. Иными словами, сработала защита спецавтоматики. Как следствие, ограничения снабжения появились на объектах генерации якутская ГРЭС-1, ГРЭС-2 и на каскаде Вилюйская ГЭС. Есть защита в энергосистеме, которая отрабатывает на трансформаторных подстанциях, на узловых подстанциях, которая предотвращает возникновение, так скажем, более серьезных последствий в энергосистеме. И прежде всего они направлены на оперативное потом восстановление энергоснабжения после таких технологических нарушений и аварий. В Якутии управляющие компании задолжали за свет свыше 113 миллионов рублей. Антирейтинг УК и ТСЖ возглавила компания «Гарант Плюс» с долгом почти 29 миллионов. Только с апреля сумма выросла на 3 миллиона рублей. На втором месте управляющая компания «Восхождение» с долгом 18 миллионов. На третьем ООО «Ярославская» с 8,5 миллионами рублей. Одновременно с этим на доску почета исполнителей коммунальных услуг с высокой платежной дисциплиной попали компании из Мирного, Капитал-сервис, ТСЖ «Девятый квартал», ООО «Эконом», Нюрбы, УК «Север Нюрба» и Якутска, Джулустан, Ирстрой УК и управляющая компания «Веста». Глава Якутии провел заседание оперативного штаба, посвященное координации строительства и реконструкции дорожных объектов в рамках национальных проектов и госпрограмм, в частности, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обсуждались ключевые дорожные проекты, включая реконструкцию дорог Умнас и Абалах, мостового перехода через реку Улахан-Кариалах, строительство улично-дорожной сети в квартале Воинская часть и мостового перехода через реку Лену. В этом году в Якутии ведется строительство и реконструкция 5 мостов общей протяженностью 583 метра и около 144 километров автомобильных дорог.
Общий объем финансирования составляет 14 миллиардов рублей. Сотрудники рудника «Интернациональный» будут эффективнее добывать алмазы. В шахте внедряют систему подземной диспетчеризации. Всю цифровую картину горных работ диспетчеры увидят как на ладони. А контролировать и при необходимости корректировать их получится в режиме реального времени. Подробности далее. Алло. Так, значит, вам нужно выдвигаться на бункер номер 3, засыпать руду в бункер 3. Как поняли? Понял, спасибо. Спасибо. По команде диспетчера погрузодоставочная машина, работающая в шахте, тут же отправляется на выгрузку руды. Такое оперативное управление здесь, на руднике «Интернациональный», стало возможным благодаря системе диспетчеризации, то есть централизованного управления горными работами. Сравнить ее можно с работой авиадиспетчера на вышке, только контроль тут не за самолетами, а за подземной техникой. 20 единиц оснастили датчиками и специальными бортовыми комплектами, которые собирают информацию о ее работе, сколько выполнено рейсов, количество простоев и их причина. Мы покрываем шахтные выработки Wi-Fi и благодаря этому получаем оперативный учет. То есть мы получаем эти данные в оперативном режиме, и это значительно упрощает работу диспетчерам, которым поступает информация в автоматизированном режиме, им не приходится собирать данные вручную, получать какие-то устную информацию из-под земли. Что происходит под землей, диспетчер видит теперь в режиме реального времени, а значит, может мгновенно принимать необходимые решения. Мы в реальном времени будем контролировать работу всей техники, все простои фиксировать в реальном времени. Может быть, на опережение будем работать с вызовом тех же слесарей, слесарной группы. И минимизировать как-то простои. Интер – один из флагманских рудников Алроса. Содержание алмазов в руде уникальное. В среднем 9 каратов в каждой тонне. Да и качество камней отменное. Но вот добывать их становится все сложнее. Сегодня работы идут уже на глубине километра от поверхности земли. А значит, и управлять этим процессом становится все труднее. Поэтому внедрение здесь диспетчеризации было не модным веянием, а необходимостью. Раньше у диспетчера была лишь ручка, блокнот да пара Excel-таблиц. Сейчас все это заменил мощный программный комплекс, который полностью отображает весь ход подземных горных работ. Важно, что всю эту информацию теперь можно еще и анализировать. Во-первых, это позволяет использовать горную технику более эффективнее, а во-вторых, более гибче планировать сами горные работы. Ранее диспетчеризацию уже внедрили на Удачнинском и Айхальском комбинатах. Этот успешный опыт теперь тиражируют и на Мирнинско-Нюрбинский ГОК. В Алроса уверены, все это поможет повысить эффективность всего процесса алмазодобычи. Руслан Фаткулин, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Отделение Социального фонда России по республике продолжает прием заявлений от работодателей на компенсацию расходов на мероприятия по охране труда. В этом году страхователи могут направить на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма до 20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год. Объем средств может быть увеличен с 20 до 30% при условии направления дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. Поданное через госуслуги заявление отделения Социального фонда России по Якутии рассматривает в течение 15 рабочих дней. Ну а в Нерюнгри прошли массовые учения по организации лечебно-эвакуационных мероприятий, в которых приняли участие сотрудники всех служб экстренного реагирования. За учениями наблюдала и наша съемочная группа. Пожарные машины появились на месте аварии самолета буквально за считанные минуты. Огонь тушили и водой, и пеной. Сразу после тушения волонтеры из числа сотрудников наземных служб начали эвакуацию пассажиров и подготовку к приезду карет скорой помощи. По итогам оценки нашей тренировки можно сказать о том, что аварийно-спасательные формирования филиала и взаимодействие между службами МЧС и медицинскими учреждениями, задействованными в данных учениях, отработаны в полном объеме. Оценка 5, сработали все четко, слаженно. Все условно пострадавшие были поделены на группы с травмами различной степени тяжести, и прибывшим врачам было необходимо в кратчайшие сроки определить характер и порядок оказания
оказания первой медицинской помощи. Тяжело пострадавших эвакуировали на вертолете санавиации, остальных силами машин скорой помощи. Эвакуировали в кратчайшие сроки. Все произошло максимально мягко, быстро, деликатно. Большое спасибо всем сотрудникам скорой помощи, которые оказали вовремя лечение. Раз за разом, отрабатывая взаимодействие разных служб, выявляются нестыковки и улучшается содействие служб друг другу. Идея родилась очень просто. Дело в том, что мы, как входные ворота Якутии, у нас здесь основные транспортные узлы – это железная дорога, аэропорт и автомобильная трасса. И наши службы должны уметь взаимодействовать и оказывать помощь при большом количестве пострадавших. Несмотря на сложность мероприятия, участники получили самую высокую оценку. Подобные тренировки будут проводиться и в будущем, ведь полученный опыт в дальнейшем понадобится при спасении пострадавших в реальных условиях. Ирина Жданова, Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Равные возможности для каждого ребенка. В Якутске на финишной прямой строительство уникального образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа, детский сад и интернат – все это на одной территории. Что ждет юных якутян уже этой осенью, узнаем в сюжете Дарьи Короленковой. Яркие краски, тишина и целебный воздух, насыщенный минералами. Это не курорт, а соляная комната в новом адаптивном образовательном комплексе за городом. Здесь созданы все условия для комфортного обучения и полноценного отдыха детей. Специальная коррекционная школа на 550 мест готова распахнуть свои двери уже 1 сентября. Все условия для развития и занятий искусством, музыкой, также творческой деятельностью. Кабинеты у нас очень хорошо оснащены, кабинеты специалистов. Это у нас кабинеты психологов с сенсорной комнатой, кабинеты логопедов, дефектологов, а также у нас в медицинском блоке есть стоматологический кабинет. Для профилактики и укрепления здоровья детей в здании школы у нас в 2 блоках будет 2 спортивных зала. И также тренажерный зал у нас будет, и кабинет ЛФК. Строительство комплекса готово на 95%. Завершены работы по оснащению технологическим оборудованием. Объект, расположенный на шоссе отдыха, займет площадь более 14 гектаров и будет включать в себя не только школу, но и детский сад на 200 мест, а также интернат на 150 мест, которые планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Основные работы остаются для завершения этого благоустройства, установка малых архитектурных форм, озеленение, соответственно, в сезон осенний предстоит еще завершить. Ну и полностью оснащение технологическим оборудованием данного объекта. Конечно, весь объект он предусматривает технические все решения именно для таких специальных детей. То есть, видите, это отсутствие 2-х этажей, это соответствующие пандусы, соответствующие параметры внутренних помещений. Ну и, естественно, все технологическое оборудование тоже предназначено именно для детей, которые имеют определенные трудности. Новый объект строится в рамках национального проекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Это будет опорная школа специальной олимпиады России, которая организует физкультурные мероприятия для людей с нарушениями интеллекта. Ну а в будущем школа станет площадкой для проведения региональных и федеральных мероприятий. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Якутии продолжается реализация мер поддержки военнослужащим, участвующим в СВО и их семьям. К 11 июля этого года 185 семьям предоставлена материальная помощь для газификации жилья. 698 родителей военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение, а 573 человека получили материальную помощь для проезда к месту лечения военнослужащих. В рамках программы трудоустройства 898 человек обратились за помощью, из которых 164 направлены на профессиональное обучение, а 538 трудоустроены. Напомню, что данная компенсация в виде предоставления денежной выплаты в размере стоимости обучения, но не более 53 тысяч рублей, предоставляется получателям, которые заключили договор об оказании услуг по обучению по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств, начиная с 22 февраля 2022 года.
обязательно наличие водительского удостоверения на момент подачи заявления. Участнику СВО из Якутии помогли открыть собственное дело. В феврале этого года Марк Белолюбский выиграл грант в размере 500 тысяч рублей и оборудовал на эти средства свою небольшую мастерскую. Что самое удивительное, расположилось это небольшое производство на базе совсем другого. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. За помощью в якутский филиал фонда «Защитники Отечества» Марк Белолюбский обратился в 2023 году. Самой острой проблемой для него стало трудоустройство. При этом подходящей специальности у бойца не было. Зато была мечта – открыть свое дело. И вот на одном из мастер-классов фонда координатор Белолюбского Владилена Абрамова заметила, что он весьма способный. Про таких в народе говорят – у него золотые руки. Я предложила ему принять участие в социальном контракте. В этом плане мы с ним разработали бизнес-план. Я помогла ему с экономическими расчетами. И он вот в январе месяце или феврале месяце выиграл грант. Не грант, а соцконтракт. 500 000 рублей. Социальный координатор отмечает, разработка бизнес-плана вовсе не входит в ее обязанности. Но она просто не могла не помочь. Такую же позицию показал и руководитель крупного предприятия по изготовлению бруса Дмитрий Шигабудинов. Именно он предоставил Белолюбскому помещение под мастерскую прямо на базе своей фабрики. Хотя, казалось бы, конкуренты. Не все всегда в деньгах измеряется, правильно? То есть человек обратился, он помимо этого работает и у нас на производстве, ведь обратился, говорит, что я бы хотел и своим делом заниматься. У нас производство, как видите, большое, 2500 квадратных метров здания, то есть, соответственно, выделить ему одно помещение под его оборудование не составляло особо труда. К слову, приобрел мужчина автоматический фрезерный станок. С помощью него он без труда может изготавливать искусные элементы декора. При этом, как отмечает Белолюбский, от соседства с крупным предприятием одни плюсы. То есть основной работе, допустим, при строительстве того или иного дома, гаража, да, то есть можно делать адресные таблички к домам, да, то есть гаражам. Те же наличники, двери можно изготовлять, какие-то орнаменты, узоры. Пока на небольшое дело Марка Белолюбского работает сарафанное радио. Никакой рекламы. Но даже несмотря на это, у начинающего предприятия уже имеются заказы. Сам Марк вполне уверен в успехе своего бизнеса. Главное, начало положено. Да и он не один. В беде не оставят. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Более 100 швей из 9 улусов третий день шьют обмундирование для якутских воинов в зоне СВО. В комплект должно входить 8 наименований одежды. Не секрет, что храбрые защитники Родины впоследствии тяжелых ранений становятся инвалидами. Поэтому новшеством соревнований стал пошив адаптивных костюмов. А инициаторы 5-го республиканского конкурса «Волонтеры швейного цеха «Теплорук» оценивают ровность строчек, аккуратность обработки швов и отсутствие торчащих ниток. Имена победителей огласят завтра вечером. Адаптированная одежда, она предназначена как бы для людей-инвалидов. Чтобы им удобнее было быстренько надеть, да, чтобы людей же разные там. Вот, например, на СВО у них там людей будут травмы, конечно, не ранят их. И они вот тут отстегиваются в 3 местах, что брюки, что рукава. При ранении могут раз быстренько отстегнуть вот эти вот и все. Слет молодых специалистов учреждения Министерства труда стартовал в Якутске. Обменяться опытом приехали 40 человек со всей республики. Подробности расскажет Эржена Гармаева. Впервые слет молодых специалистов провели прошлым летом. Опыт выдался удачным, и коллеги решили продолжить совместную работу, создав молодежный совет министерства. А в этом году выпускники первого слета выступают в новых ролях, как организаторы и наставники. Первый слет прошел вообще замечательно. У нас были такие эмоции положительные. Мы все познакомились, до сих пор общаемся. Сейчас у нас уже выработался костяк, как я сказала, уже совет, да. И вот мы сейчас опять здесь, настроены положительно, работать настроены. И думаем, что у нас все получится.
Впереди у специалистов насыщенная программа с мастер-классами, дискуссиями и семинарами. Все для того, чтобы обменяться опытом и сплотиться как команда, которая выполняет единую миссию, обеспечивая трудовые гарантии и социальную защищенность человека от рождения до смерти. Сейчас у нас идет встреча с руководителями Министерства труда по профильным направлениям. И у молодых специалистов есть возможность задать вопросы интересующие, а также предложить какие-то свои идеи, какие-то предложения, да, то есть это вот возможность лично пообщаться с руководством, да, без галстуков, так скажем. Будет дискуссия по искусственному интеллекту, как актуальная такая тема, потому что подумали, сейчас во всех обществах и в научном и так далее идет бурное обсуждение за и против, какие возможности, какие риски несет. Внимательно лектора слушает самая юная участница слета Изабелла Львова. Чуть больше года 22-летняя девушка работает в сфере охраны труда. Этот слет для Изабеллы станет первым. Познакомиться с ребятами, познакомиться вообще с департаментами, тоже с социальной сферой. Так как у меня лаборатория и такая более узкая направленность, мне было бы интересно узнать вообще в целом, как устроен Минтруд. Итогом трехдневного обучения станет резолюция слета, а также положение и план работы Совета молодых специалистов Минтруда. Ржена Гармаева, Аэлита Махно, Якутск. Новые возможности молодежи Якутии в развитии воспитания детей. В местных лагерях студенческие отряды расширяют свою деятельность, вовлекаясь в работу с детьми и подростками. Подробности в сюжете нашего корреспондента Степана Черненко. Все эти ребята оказались под пристальным надзором своих вожатых, которые проходят учебную педагогическую практику. В детском загородном стационарном оздоровительном лагере «Арктика и космос» царит понимание и дружба между воспитанниками и их вожатыми. Лагерь хороший, атмосфера тоже, вожатые супер, всякое, кружки тоже. В эти белые шатры ежедневно ходят школьники-воспитанники лагеря, чтобы посетить местные кружки, которые связаны тесно с информатикой. Допустим, сейчас у меня на ноутбуке показан симулятор дрона. В лагере есть несколько направлений для саморазвития, от программирования до целого создания собственных игр. А Яу Николаев уже во второй раз за лето посещает Арктику и космос. И в новом лагерном сезоне сделал свой выбор в пользу видеомонтажа. В видеомонтаже мы снимаем видео по всему лагерю, по всей территории, а также всякие интервью проводим. Я выбрал кружок видеомонтаж, потому что он больше ко мне подходит. Люблю больше снимать. Студенческие отряды имеют множество направлений своей деятельности, где в общем участвуют 3500 школьников и студентов. 250 из этого списка решили себя попробовать в роли вожатых, получая дополнительный педагогический опыт для себя и внося свой вклад в наш регион. Быть вожатым очень классно. Проблемы возникают, но они все решаемы. Например, у нас часто возникают конфликты между детьми, и нам каждодневно приходится их решать, а также мирить их. Работа в студенческих отрядах Якутии – это не только способ для студентов заработать, но и вклад в свое будущее. Степан Черненко, Аэлита Махно, Якутск. Ну а в Москве в парке Зарядье проходит 6-й фестиваль Русского географического общества, главная тема которого – чудеса России, восхитительные места, достопримечательности и традиции народов нашей страны. Якутия представила свой стенд, где он расположен и что в нем внутри, расскажет Айсена Бурнашова. От Московского Кремля до Якутии буквально рукой подать. Посмотрите сами, позади Красная площадь, храм Василия Блаженного. Справа стенд нашей республики. Якутская Ураза расположилась на самом видном месте. А внутри национальные наряды, меха, чороны, чепраки, словом, традиционный быт и убранство. Гостей встречают игрой на хомусе. Представлена вся культурная палитра Якутии от прошлого до настоящего. Вот, например, национальные настольные игры. В них играли еще наши прапрапрадеды. А рядом раскраски по мотивам современных якутских мультфильмов телеканала «Току». Все лучшее детям. Иманы, Айталаптах, Истоку. Это все мультики, которые мы делаем в студии. А также взяли блокнотики для детей для раздачи и нарисовали карту Якутии.
От героев раскрасок к реальным. Житель Мирного Валерий Стемпень, опытный путешественник, пересек республику от юга до севера, от Станового хребта до мыса Пакса, причем на лодке один. Путь занял 5 месяцев, с мая по сентябрь. Преодолел 19 рек, более 5000 километров. Где, скажем так, определенная угроза жизни была, да, это именно водные препятствия. То есть это Ганамские пороги и это морская часть устьевая, предустьевая реки Анабар и морская непосредственно море Лаптевое, да. То есть там большие волны. У каждого свои тараканы в голове. Но вот у меня такие, то есть, да, я люблю путешествовать. Вместе наши места, культура, история, традиции, люди делают Якутию уникальной и неповторимой, настоящим чудом России. Мы действительно уникальный народ, уникальный регион, который надо посетить. И вот оно само по себе чудо. И в нем можно найти очень много самых разнообразных чудес. Вот. Это и природные достопримечательности, и, конечно, культурная составляющая. Фестиваль Русского географического общества продлится до 20 июля. Вместе с Якутией в заряде свою культуру представят и другие регионы России. В программе мастер-классы, концерты, лекции и кинопоказы. Вход свободный. Айсана Барнашова, Айтал Байтунов, Москва. Таким увидели этот день наши корреспонденты. На этом у меня все. До встречи в эфире.